Добрый вечер. Сегодня один из тех дней, когда, независимо от того, кем мы являемся и кто мы в современном мире, если мы жители нашей славной страны, нас объединяет то лучшее и светлое, что могло с нами случиться на этом сложном и тернистом пути развития нашего государства. Сегодня юбилей основателя того самого современного абхазского государства Владислава Ардзинба. У нас в студии ученый Вячеслав Чиркба, депутат парламента Батал Тапагуа, первый помощник Владислава Григорьевича Астамур Таня и наш коллега-журналист Руслан Хашик. Всем добро пожаловать сегодня на нашу передачу. Конечно, каждый из вас в свое время соприкасался с Владиславом и вместе с ним проходил определенные этапы его жизненного пути. Но прежде чем мы начнем наш разговор, я бы хотела начать его с небольшого видео, записанного ровно 26 лет назад, 14 мая 1996 года. Владиславу был всего лишь 51 год. Владислав Григорьевич, вам исполнилось 51. Мы вас поздравляем с днем рождения. И хотелось бы узнать, с каким настроением вы встречаете этот день. Ну, во-первых, огромное спасибо за поздравления. Желаю и вам всяческих успехов и крепкого здоровья. Спасибо. Год, я думаю, я встречаю примерно так же, как и встречает подавляющее большинство граждан нашей республики. С одной стороны, прошедший год был непростым, и много очень было событий, порой весьма сложных, очень напряженных, и все хорошо об этом знают. Тем не менее, несмотря на все существующие проблемы, с каждым днем и с каждым годом идет процесс укрепления, восстановления все же нормальной жизни в республике. Хотя, как вы знаете, очень много у нас негативных явлений, на которые постоянно обращают внимание люди, и которые очень беспокоят руководство республики. Но я все это воспринимаю как очень сложный процесс, когда нельзя в одночасье решить все проблемы. К сожалению, для того, чтобы побороть многие негативные явления, для того, чтобы сделать жизнь нашей более стабильной и более определенной, требуется решить целый комплекс вопросов, которые, к сожалению, пока еще нам не удается в полной мере решить. Тем не менее, я думаю, что каждый человек всегда встречает год с определенным оптимизмом. И я думаю, что у нас должно быть вполне достаточно оптимизма для всего этого. Все же третий год после войны. Тем не менее, я думаю, многое очень сделано. И наше сегодняшнее положение, и наше сегодняшнее состояние, оно дает вполне веские основания для оптимизма. Я человек по натуре вообще оптимист, но не такой, который как-то оптимизм зиждется на вполне конкретных факторах, событиях, вполне конкретной жизни. И я глубоко уверен, что самое трудное у нас далеко позади. Несмотря на все сложности, которые есть перед нами и которые нам предстоит преодолеть, я думаю, что у нас вполне веские основания быть уверенным в нашем ближайшем и более далеком будущем. Я в это верю. И с такой надеждой и с таким настроением я встречаю свой день. Надо работать. Бороться, так же, как мы боролись в самые сложные, самые трудные время, не покладая рук, трудиться. Ну, вы, наверное, слышали кукареканье петухов. Скорее всего, Руслан Мканович, это было в Эшерах, да, наверное, записано? Я там не присутствовал, но это место я хорошо помню. Потом, позже, когда я стал пресс-секретарем, мы часто бывали дома. Это в Эшерах, это Апацха, внутри Апацхи. Ну, для него Эшера дом, отцовский дом, это знаковое место. И всегда, когда у него были события, тем более связанные такого личного характера, он
часто практиковал, записывал интервью дома. Дома. Ну, я еще раз напомню, что это было ровно 26 лет назад. О личности Владислава, о его роли и о его жизненном пути, в принципе, конечно, сказано немало. Но я думаю, это всегда будет недостаточно, потому что его личность настолько многогранна, и его роль в истории настолько масштабна, что оценивать его будут еще будущие поколения. Но у нас на дворе 2020 год. Вот со дня этой записи уже 26 лет прошло. Такой вот сразу вот такой сложный вопрос. То, к чему мы пришли сегодня, то, какие мы... 26 или 24? 26. 24. Спасибо, что поправили. То, какие мы сегодня, и то, к чему мы сегодня пришли. На ваш взгляд, это тот сценарий, который предполагал Владислав? Я понимаю, что риторика большинства из нас сегодня, что там все плохо и так далее, но все-таки как бы Владислав оценил наше сегодняшнее состояние? Вот такой вопрос. Но вот мне кажется, что все-таки как историк он бы ухмыльнулся, наверное, всем нашим вот этим, не знаю, искушениям, которым мы предавали все это время и предаемся сейчас, но все-таки он бы сказал, что это не все так плохо. Кто хочет начать это? Ну, знаете, государственное строительство — это же не написать картину или здание построить, и вот процесс закончился. Здание тоже построил, его нужно периодически ремонтировать. То есть конечной цели в государственном строительстве быть в принципе не может. Разные, конечно, бывают периоды. Сейчас очень сложный период. Но я думаю, что он был бы удовлетворен, что несмотря на вот всякие сложности, испытания, что это государство сохраняется, что у него есть перспективы, что это живой организм. А живой организм, он переносит разные периоды, и что здесь происходят живые какие-то процессы в общественной жизни, в культуре. Так что я думаю, что у нас есть основания для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Я думаю, что он так бы это тоже и оценил. Батал Иванович, а у вас бывает такое вот, что? А что бы Владислав сказал? Знаете, Василий Григорьевич правильно сказал. Он всегда ставил такие цели, которые как бы для того времени немножко сумасшедшие, может быть, цели были. Но он прекрасно, как реалист, понимал, что это не просто так сделать. Я думаю, что он был бы доволен. Я думаю, что он был, когда живой нас признали, он уже был доволен. И я думаю, что он внутри, возможно, он мечтал, как бы, но, может быть, он и не думал, что это так быстро, ну для истории, как бы, Стамур историк понимает, что это вообще как бы редкий случай. Я думаю, что он уже был как бы доволен. А все остальное, согласен. Мы не так плохо живем, как на самом деле, как бы. Это прекрасно, что мы всегда ставим цели, люди хотят больше, лучше, это замечательно. Но для такого небольшого народа те достижения, которые были сделаны, я думаю, что он был бы доволен. Мне так кажется. Я с удовольствием соглашаюсь со всеми оценками. И по большому счету, я думаю, что ситуация идет в нужном направлении. Мы укрепляем наше государство, наш суверенитет, наше положение и в мире тоже, кстати. Вот. И то, что писали об Абхазии раньше, лет 20 назад, да, сейчас просто такое не увидишь. Просто, да, сложная ситуация, естественно, только для нас, для всего мира. И все-таки отношение совсем другое. И благодаря вот тому, что мы доказали, что мы можем построить самостоятельное государство. Вот. И будучи историком, вот, востоковедом, Александр Григорьевич часто вспоминал, где все эти империи, Хеттская империя, которая там, где египетская, где все это, а мы все еще существуем. Вот эта непрерывность нашего существования, государственности нашей, она тоже внушала в него, тоже и во всех нас, думаю, оптимизм, что мы и это переживем, трудные времена,
и сохранимся как и нация, и как государство тоже. Я вот согласен с оценками о том, что, в общем-то, ситуация выглядит неплохо, особенно глядя на ситуацию в мире. Ну, мы не были в Африке, знаете, как там люди живут. Хотя они и члены ООН, и у них там все в порядке с точки зрения юридической. Ну зачем с Африкой именно сравнивать? Но И в Европе не везде лучше, чем в у нас. Европе Я бы не можно сказал. посмотреть на ситуацию. Так что, в общем-то, неплохо. В общем, конечно, могло быть лучше. И хотим, чтобы лучше было. И я уверен, что будет лучше. Но все-таки, в целом, я думаю, что он был бы доволен. При этом, я извиняюсь, добавлю, Владислав Григорьевич был совершенно не меркантильный человек. Да. И его абсолютно. не интересовались там какие-то материальные вещи, там, его даже там одежды, чтобы он там, к этому у него немножко Да, другие очень цели скромный был были, человек. понимаете? И для него как бы это то, что некоторых сейчас может будоражить длина джипа или машины, его вообще это как бы меньше всего как бы. И у него немножко другие совсем как бы другое понимание мира было. Поэтому он в этом плане, он даже на это и не посмотрел бы. У него такой немножко, на мой взгляд, он такой был в корне абхаец, который говорил, что если есть что покушать, встретить гостя, одеть и так далее, и самое главное иметь свободу, я думаю, для него это было самое главное, а не количество каких-то, извиняюсь, костюмов, машин там, и так далее. Ну, я так его знал. Руслан Канч, ну, я как понимаю, ваши коллеги, вашим коллегам не было бы стыдно. Мне кажется, что ему было легче, потому что историк в любом случае всегда все сравнивает. И то, о чем сейчас говорили, где большие империи, и как нам удалось вот пройти, самосохраниться, и не просто самосохраниться, а потом защитить Отечество, выиграть эту войну. И вот одно из гениальных качеств Владислава Григорьевича — это вот, тезисно определять самое главное, и вот на этом всегда делать акцент в своей публичной деятельности. Здесь он тоже это повторил. Самое худшее позади, но впереди... Самое сложное позади, но самое впереди, трудное позади, самое сложное самое впереди. худшее позади, но впереди тоже нас ожидают. То есть это вот умение настроить общество и граждан, что ничего легко нам, как бы впереди на подносе нам ничего не готово, никто Ну, не смотри, он принесет. здесь говорит, что я, говорит, оптимист, и В этом у нас есть отношении, завтрашний день. Умение правильно оценивать ситуацию, собственную ситуацию по сравнению с другими. Я помню, вот здесь Тимур Георгиевич, когда приезжали международные представители, когда весь мир бомбил Багдад, или эти события, которые происходили в Ираке в то время, ну, сперва в Ираке, потом в Сербии, он всегда им говорил, где это хваленные европейские или мировые принципы, где это элементарные права стран, народов, то и подобное. То есть он все сравнивал в исторической плоскости и наше место. И поэтому умение настроить себя, сограждан, вот на большую политическую, исторический путь, это вот и мы его и прошли. Без этого, без этих задач, если мы сейчас, к сожалению, я быстро, коротко скажу, когда мы говорим, наша главная задача освоить объемы российской финансовой помощи, это вот мы какое-то другое направление. Он ставил высшие политические, государственные, и ему и нам всем было легче. Поэтому мы в динамике, мы развиваемся, а то, как мы, ну, ребенок тоже проходит все этапы, мы хотим перескочить все этапы и занять там передовые позиции европейских стран. Так не бывает. Мы свой путь должны сами пройти. А мы у в нас движении. есть время Нет, вот мы на в это, на движении. вот это эволюционное? Ну, есть время или нет, мы не можем опередить какие-то глобальные процессы. Мы должны сами этот путь пройти. Спотыкаться, падать, вставать. Но главное быть в движении, и в движении вперед. И мы находимся в какой-то динамике. Владислав Григорьевич, ну, часто все-таки общался с народом, это все-таки даже пример для будущих президентов и так далее, так как он вообще говорил со своим, умел говорить со своим народом. У нас есть вот следующее видео, это из встречи с активом Ачимчирского района. Аамҭала ақыҭанхаҩы абри аколхозқәа ныҟала аамҭазы ауӷә ихан, аиашаз, ауӷә. Сара уажәы ааигәа шәҟәык саԥхьон убра избон иара ишыҟаз, аҭагылазаашьа имырхуаз, ишыҟарҵоз. Насгьы ареиҳабцәа итәоу ибзианы ирдыруан.
шуксык аусырвон, нас зны кразыян, да нас массапын рыртвон, сыпын. Ма игургача убасырхон, аншей чуп, сынта аус аунаха ауал хакунзым. Ататын тоннак ибжигрыртвон, аха уяштих, ауал хакунзым игургон. Избанокзар рутрачак рыхонак харцон, рухучко рбона гирбон. Уй, сынта ихазым, вообще, абсны, какой-то галышти, фух, шереф хадзам. А чей огзар? Я хап, пыхя. Сей хатша у Макс Хадзомера. Аха, сей сголошот, а гутахикой, ахуши, айонкара яхтун. Ай хатшер голошой. Амтала Никита Сергеевич Хрущев да ногаз, и разла коджера итахана и глазар, убартацла налог, десу ацла купыркон. Иртахамс избанокзар убри зиги налог, зиги. А я хап адгил ширто, зарагил, адгилги, юнивьё бы сотых рыртон, вахарырто дзомост. Чкури, нкашипса, наса чкури, арахрафидала гос, абжа, хенткара фимрху, ну сокзими. Насо, вообще, вчера оказывается купищу. Убришь друза, оказывается купищу. И все, абри, адгил, и всему налогу. Уя налог, юкалатк, чкури. Наса, вчера, арқалар штыхызыр, хакен шоғалар штыхызыр, учитель шоғалар штыхызыр. Вчера юкалатка чкури, апсу хенкараз и вчар штыхымзыр, нас шажвера загибашу. Сара Сергей Йогзас и Сокзат, ататын қахтызым, чкури города Чехамадзым, агеқазым, ариферей хашымцар нас хайбахго. Хенкара хухар штыхызыр баба. Кучик, хенкара гифяцхрару. Вчера шхыфяцхра зиграбхедза. Шхыфяцхрар, кучик, хенкара гиют. Аух, ваха, иш хадзам. И ойцас, аус фюраты, ойцас, фюраты, фюраты, аус и всему. Друзья, ну вот Владислав не только умел там принимать важные решения, он еще умел доносить это вот до своего народа так, как нужно. Но здесь маленькая деталь, я как понимаю, здесь речь идет о земельном налоге. У нас, по-моему, до сих пор многие, даже с высшими образованиями, не совсем понимают, зачем вообще надо платить налоги. Да, вот, и только он вот мог вот так вот на пальцах объяснять, зачем вот вообще нужно платить налоги. Вот здесь вопрос такой. На ваш взгляд, нужно ли вообще руководству объяснять вот эти вот свои решения? Понятно, что Владислав мог убедить кого угодно, но стоит ли тратить вот силы и время, вот как это делал Владислав, вот на ваш взгляд? Ну, вы знаете, в абхазской традиционной культуре вообще, что мы называем сейчас публичной политикой, она всегда играла очень большую роль. Вот любой период возьмите, вот и описанный в источниках, отсюда и влияние всяких народных сходов, народные трибуны. Да. То есть это у нас была такая, даже до письменный период у нас была такая, похожая на античную полисную традицию, такая публичная. Да. И на самом деле вот, ведущую роль вот, в формировании нашего освободительного движения именно играла публичная политика, умение донести свои аргументы до как можно более широких слоев населения, как внутри Абхазии, так и за ее пределами. Вот. Я думаю, что, да и не думаю, я уверен в этом, что выдвижение вот Владислава Григорьевича вот на такие первые позиции в абхазской политике связано с его публичным политическим даром. Вот. Помимо всех прочих... То есть это было важно в начале, да? Помимо всех прочих характеристик, которыми этот человек обладал, да, ну, мы всегда говорим, как об отправной точке его восхождения, это выступление на съезде народных депутатов. Да. Вы помните, что он вызвал отклик. Вот, люди наконец услышали с такой высокой трибуны то, что они осмеливались обсуждать только на кухнях, понимаете, или в каком-то узком кругу. Проблемы Абхазии. Вот. И в дальнейшем он, вот вплоть до того, когда у него возникли известные проблемы со здоровьем, да, он использовал любой момент, чтобы
доносить до общества смысл принимаемых государством решений. Это касалось, вот пусть это будет касаться и хозяйственных вопросов. Вы помните, он все время говорил про киви, что надо сажать. Да. Касалось вопросов внешней политики. У него выступления носили регулярный характер. Они охватывали широкий круг вопросов. Это были вопросы внешней политики, отношения с Россией, оборона, безопасность, хозяйственные вопросы. Он эти вопросы не упускал. Он не был такой, как идол, который там откуда-то свысока издает какие-то резолюции, решения. Да. Он объяснял смысл и цели, ближайшие цели, к которым мы идем. Так что это очень, для него это очень, вот те кадры, что вы показали, это очень, они характерны. Ну, это немножко старый кадр. Я могу вам сказать, что после войны он меня направил главой администрации в Чемчерах, он впервые на восточную сторону, мы немножко даже боялись, потому что, практически у нас война не заканчивалась. Чтобы он приехал в район. Первый раз он приехал, как бы, знаете, и я ему сказал, что, Владислав Ильич, вас очень хотят видеть, но в то же время я тоже боялся, что вот демонстративно, если мы собрание устроим и будут знать, мы не знали, чем может закончиться, потому что приграничная зона, все-таки опасность как бы террористического акта и так далее, всякое возможно было. И в один день он приехал, и не предупредил, как мы поехали в Баслаху, и он впервые там увидел, люди собирали чай в селе Баслах. Никто, естественно, не готовил заранее, никому это не надо было. Вы не представляете себе, насколько он был... Обрадовался, да. И он спросил, слушай, Батал, это точно они сами собирают или вы им сказали? Они Я говорю, да? откуда я знаю? И там, значит, если не ошибаюсь, фамилия Адлиба, Кристин, когда они узнали, что Высокович приехал, они, во-первых, постеснялись как-то, но если, например, сейчас там или в советское время принято было там чаесборщицу показать, как она там и так далее, а здесь как-то это естественно, они как-то постеснялись, что вот сам Владислав Гоч впервые на Восточную сторону приехал, а они здесь, понимаешь ли, чай собирают, а у них такой гость, и там, значит, порезали быка, встретили себя. Значит, я к чему это рассказываю, потому что потом он уже постоянно начал приезжать. Владислав Гоч историк, он не был ни агрономом, ни инженером, ни экономистом и так далее. Но в нем всегда был такой, он в этой работе и так далее, для него главная мысль была, что значит люди сыты и им хорошо. То есть основная задача, как бы в принципе, видимо вообще для настоящего руководителя государства, это то, что люди, которым он управляет, чтобы им хорошо, что они работают, что они сыты, что они дома имеют. Я помню, мы туда приехали, он там расспрашивал Арахуша, Ашимой, Аднишимом, Аришум. То есть главное, потому что мы же из войны вышли, а война показала, что если нет хозяйства, если нет натурального, мы просто не выжили бы, с голоду как бы умерли. Он копеечный, кстати, этот налог на землю по сей день вообще-то. Он копеечный. Он не это как бы, он говорил, что для строительства страны надо работать и так далее. Вот его как бы, он вообще не любил. У него такой лейтмотив основной этот был как бы. Но в первую очередь как бы его беспокоил вопрос, а у людей вот им достаточно, чтобы они не голодали после войны, как бы, такое тяжелое как бы, время. Руслан Кач, что хотели добавить? Сопровождение это главное. Я вообще считаю, что все проблемы, которые у нас возникают все последние 20 лет, я не говорю в экономической сфере, особенно в политической, в общественно-политической жизни, это связано с отсутствием такой целенаправленной, разъяснительной, информационной работы. Всегда любой руководитель на своем уровне, это будет первичная организация какая-то, предприятие, бизнес, государство. Владислав понимал, насколько это важно, правда же? Без этого невозможно было. Потом он же прекрасно понимал, что это же тоже очень многое значит, его воспринимали. То, о чем говорил Астамур, реакция, восприятие, первое выступление на съезде, я сам помню, как этот диктофон, на диктофоне записывал его речь в редакции газеты «Апсны», где я работал, и как к этой кассете, сколько раз я его прокручивал. То есть он это понимал,
И он не злоупотреблял, он это использовал для того, чтобы донести. Вот это как люди ждали, и сколько раз, вот сейчас будете опрашивать людей, вот когда, что он услышал о войне, что он дальше сделал, он вам скажет, вот когда он услышал обращение, вот очень часто многие на это ссылаются. Потом, насколько было важно, было очень много слухов вокруг московской встречи, и вот когда он вернулся, там по дороге тоже, это его была инициатива, не наша, сейчас мы не будем обманывать, это была его инициатива записать интервью в самолете, пока летим, чтобы мы потом по приезду сразу показали вот его разъяснение. То есть он это прекрасно понимал, и я даже вот коротко скажу, в 90-м году депутата парламента Рената Карча и меня отправили в Москву с соответствующими письмами, за его подписью к руководству Останкина, и только российский канал тогда создавали. И вот мы туда приехали, вели переговоры, и главное было, абхазская сторона брала на себя все. Техническое, финансовое, транспортное обеспечение корпунктов. Главное, чтобы за нами признали Сапкоров, чтобы они с нами сотрудничали. То он представлял, что дальше нам предстоит, насколько это важно информационное сопровождение. Поэтому для него это было, вот даже в условиях войны, одно из главных направлений. Вот, и как он относился к людям, которые работали в этой сфере. Вот он очень ценил, например, Караулова за то интервью, которое он тогда сделал. И был момент, когда многие очень высокопоставленные чиновники там, в московском правительстве просили, чтобы от Абхазии пришла бумага, чтобы этого Караулова с редакцией период он стал неугоден, да. Мы никогда в жизни такие вещи не сделаем и не забудем то, что делал там Лусканова. То есть он, и вот людей, журналистов, кто работал в этой сфере, и работал очень искренне, и они еще и давали знать, и сопереживали вместе с нами. И он им доверял и вообще подпускал очень близко, делился с ними мыслями. И активно потом эти каналы он использовал, потому что это было одно из главных направлений. В данный момент ты говоришь, я понимаю, как журналист, но вообще-то на самом деле, я извиняюсь, но Исаак Гоч просто хотел, чтобы все знали, ему скрывать нечего было. А не как сейчас, знаешь, там, как шаг сделают, снимите, покажите, что мы сделали шаг. Кустик, как говорится, отрезали, покажите. Никогда в жизни. Он просто это делал и показывал своему... Он хотел, чтобы они сопереживали и знали. Он не делал это для показухи и для своего. Это не пиар был. Ему скрывать нечего было. Он делился, как говорится, своими... Ты знаешь, с каким материалом он вышел? То есть это не была такая рекламная акция. Нет, не о рекламе. Он думал о людях, о чем ты говорил перед этим. Вот после мартовского наступления, с каким материалом он вышел в эфир? После двухнедельного вообще молчания. Он поехал на питомник ААЦ, то есть люди в трауре, страна в такой сложном положении после мартовского наступления. И он показал питомник и сказал: «Апанрай, анхар анцера тохуб, абриаци ацкил и хахот». Я худо псада, эфир тут ша, ежгы, лафица. То есть он же не собственным пиаром занимался, он поднимал, настраивал людей на жизнь, на весну, что у нас... Кстати, тогда так и было, знаешь, все министры, я прекрасно помню, все министры, премьер-министр, все ездили по селам. Я вам хочу сказать, целыми, по всем. Это было тогда заложено, и это шло очень долго, пока, как говорится, не стали врать, как говорится, обещать что-то и не делать. А так, вот все министры, я прекрасно помню, в Гудауту, в Гагру, в Ачимчиру, в основном Кварчал, все министры прям по селам ездили. Там как раз-таки сопричастность всего этого населения, это маленькая страна с своим руководством, как бы никакой разницы между министром и крестьянином никакой нет. И эта сопричастность была. Со временем, как бы, когда бронзоветь начали, как бы уже меньше, естественно, как бы. Но такое было заложено. Да, шхышаху. Да. Вячеслав Андреевич, вот, конечно, это не было пиаром, потому что решения принимались далеко, зачастую непопулярные. Вот скажите, пожалуйста, вам не кажется, что в последнее время все-таки наши руководители пренебрегают вот этой возможностью объяснять свои решения? И отсюда именно и возникает очень много проблем. Ну, об этом уже было сказано достаточно
много. Я лишь подтверждаю о том, что необходимо все важные правительственные шаги, инициативы, действия сопровождать информационно-разъяснительной кампании с первое лицо, второе лицо, третье лицо, важные министерства, главы министерств. Все это должно быть постоянно законом жизни, да? Все объяснять, все, что делается. И тогда не будет эксцессов, кстати, не будет каких-то вот у нас, помните, это было связано с электричеством, все такое. Очень много вещей было, которые не объяснили сначала, да, а потом уже как бы трудно уже как его возвращать в нормальную ситуацию. Нужно, вообще необходимо, необходима последовательно системная информационная политика государства на всех уровнях, и в том числе по действиям высшего руководства и руководства страны и по внешней политике, и по внутренней политике, и в экономике. Везде нужно объяснять народу. У нас общество маленькое, им хочется знать, что происходит в стране. Это можно сделать. И не так сложно все это сделать. И многие проблемы тоже могут. И часть проблем может таким образом как бы не быть такой острой. Понятно. И не каждый раз, знаете, это вставать, когда пришли в школу, пришли в садик, пришли, когда, ой, вам спасибо, что вы это сделали. Да. Такое, что это, ну, это понимаешь, его что ты- работа. да, Это он наш должен- долг, Нет, это ваш все долг, должны да. покланяться, Там дорогу сказать, ай, проложили, какой там подарок, что-нибудь. ай, Да, как вот бы, дорогу, вроде асфальт, вообще-то это это его любят. работа, как бы, но За это он там за находится. это, а у На нас наши это деньги. перешло в это Бюджетные самое. Наш слуга, Да. так сказать, да, вот Да. поэтому Ну, здесь. Ну, вот, Есть, вот Астамур Георгиевич может это конкретизировать. Вот все проекты, которые обсуждались в 4-м, 94-м, 5-м, 6-м, 7-м, ну, вот весь этот долгий период. Это же нужно было разъяснять, почему федеративное, союзное, там конфедеративное и все остальное, сколько стадий прошли. Это всегда сопровождалось разъяснительной информационной работой. Да. У нас вот это есть видео, это было новогоднее обращение Владислава во время войны, когда мы встречали 93-й год. Вот оно большое, оно там даже больше 10 минут идет, это небольшая часть. Хочу сказать, что Владислав обращался тогда к народу, перед ним даже ни одной бумажки не лежало. То есть он вот это, вот все его обращение, это вот то, что он вот сел и сказал в камеру. Пожалуйста. Несмотря на то, что мы вступаем в Новый год в состоянии войны, и нам еще предстоит тяжелая борьба, мы верим в нашу скорую победу, в наступление мира и спокойствия в Абхазии. И в это даже трудное время руководство Абхазии делает все возможное для того, чтобы облегчить участь тех людей, которые оказались в состоянии войны. Здесь за последнее время мы выплатили все пенсии, выплачиваем все пенсии нашим пенсионерам. И хотя всех денег мира не хватит на то, чтобы оплатить хотя бы одну человеческую жизнь, и, естественно, невосполнима утрата тех ребят, которые погибли на земле Абхазии, но все же это маленькая помощь, 100 тысяч рублей каждой семье. Принято такое решение, и такая помощь оказывается. За время войны родилось здесь, вернее, 248 матерей за эти месяцы войны родили детей. И решением руководства Абхазии выделена помощь этим матерям в размере 25 тысяч рублей за каждого рожденного ребенка. Возможно, это деньги небольшие, но это те мальчики, которые придут на смену героям, которые пали, защищая свою родину, и защищали ее ради этих малышей, чтобы эти малыши были счастливы на своей земле, чтобы им не тыкали в лицо пальцем, говоря о том, что их 18%, что они как бы люди второго сорта здесь, на своей родной земле. Трогательно, конечно, но даже во время войны он уже думал именно о развитии, еще непонятно было, как все закончится, тем не менее. И меня больше всего поразило, что он даже помнил, сколько малышей родилось в тот год в Гудаутском роддоме. То есть даже вот эта цифра, вот точную цифру он знал. У него был такой подход. Он брал лист бумаги, делал несколько таких рэперных тезисов. А основная канва с цифры и так далее, он, конечно, у него очень хорошая была память. Он все держал в Да. голове, да? У меня был интересный эпизод с этим связанный.
Какой? Когда он долго не выходил на работу, ну, уже заболел когда. Он, я думаю, года 3 уже на работе не был. И он мне поручил найти какие-то документы. Вот. Я часть нашел, а часть нигде не смог найти. Я пришел к нему, говорю: Васак Гаврилович, вот это нашел, а вот эти документы не могу найти. Ну, нигде нету, говорю, ни в архиве, нигде. Знаешь, они, говорит, у меня, говорит, в кабинете. Справа, говорит, стороны посмотри, говорит, там этот документ, а на полке вот такой. Но, говорит, ты там он не любил, когда у него ворошили эти бумаги, у него был свой какой-то хаос на столе, которым он знал, где что находится. У него такая научная атмосфера была на столе. Я еще так скептически отнесся, подумал, ну как может он помнить, что 3 года назад не был в кабинете. Но я пришел, действительно, как он сказал, вот поднял там, и розовая папка это лежит, на полке там это лежит, и принес. И, да, это вот у него, в этом смысле у него такое научная организация была ума, и вот еще раз подчеркну, да, он готовился к публичным своим выступлениям, у него очень много информации он держал в голове, но вот такие знаковые вещи, потом они, которые шли в качестве цитат в разные агентства, на телевидении, он знал, вот какие цитаты, они потом запомнятся. Он такие гвоздевые такие вещи, он всегда, эти тезисы такие короткие он записывал. У него был такой почерк, трудно было читать, кстати. Скажите, пожалуйста, вот после первые годы, вот после войны, конечно, вот мы жили, ну, все помните, на таком энтузиазме, на вере, но постепенно вот эти вот, так сказать, земные проблемы, мне так кажется, стали все-таки оттеснять на второй план вот эту нашу идею, сам вот этот проект, вот эту нашу национальную идею. Почему вот это так произошло? Произошло ли это так на самом деле? Почему? Вы не согласны с этим? Нет, конечно. Вообще основная идея была первая. Значит, нам нужно было... Вообще Васак Гаврилович никогда не говорил, что мы победили Грузию. Он говорил, мы смогли защититься от грузин. Вот. И вторая идея это была, как бы, чтобы нашу страну признали. Я вообще думаю, что признание, на мой взгляд, по крайней мере, одной России стоит признания всего остального мира. Вот, это для нас как бы важно. Ну, когда основные задачи, по крайней мере, на данном этапе решены, люди, конечно, ослабляются, как бы это нормально. Теперь другие пожелания. Значит, люди становятся, живут лучше, богаче. Вы посмотрите, какое количество детей сегодня учатся там в лучших вузах. Там, и наш университет как бы тоже на уровень достаточно высокий стал, лучше будет. Посмотрите, сколько специалистов. Слушайте, мы вообще очень маленький народ и маленькая страна. Батал Иванович, вы можете утверждать, что сегодня у нас то государство, о котором мечтал Владислав? Слушайте, это не поддается понятно. Оно всегда должно расти, быть лучше, дальше. Остальной мир должен признать. Каждый гражданин должен быть состоятельным, богатым. Это как бы мечта, которая не поддается никаким значит, определением, что вот здесь и закончили. Такого нет. Он все время должен быть расти. Мне кажется, что в условиях войны это экстремальные условия, у всех единые цели, задачи, как помочь каждому на своем там уровне. Но при этом, как чуть позже там Фазиль Абдулович Искандер сказал, Абхазию защитили абхазы-добровольцы. Это было где-то в 2003 году, на день рождения Владислава он поздравлял. Вот такое словосочетание, обычно мы говорим о добровольцах Северного Кавказа и других, а он сказал, никто же никого не призывал на войну. Да. Каждый, кто посчитал своим долгом, они пошли свою как бы миссию выполнили. При этом и те, которые, а потом анекдот, который появился, помните, те, которые посчитали, что это не их, как бы, скажу так, группа, да, земного работа, то есть не их задача, они тоже отошли. То есть здесь была сконцентрирована та часть абхазского населения, которые эту задачу выполняли. Потом наступил этот период послевоенный. Тоже блокадный, не очень привлекательный для тех, кто отъехал. Эти тоже, и потом Василий Гаврилович каждый день говорил, вот каждый прожитый день нас продвигает к признанию, к становлению, к созданию государства. То есть мы
мы понимали, что мы, вот он сейчас, Батал вспомнил там один день там, если ты поедешь в Сочи и вернешься, ты совершил, это прошел эту границу, эту блокаду, уж какие-то ты... Да. Ну, если там груз пришел из Турции, и он там на рейде неделю, там уже все портится, какие только испытания люди бизнеса должны были пройти, чтобы привезти эту картошку или сахар. То есть, опять же, мы были сконцентрированы, определенная часть населения, которая выполняла вот задачи выжить. Но потом наступает этап, когда можно чуть расслабиться. И вот кто-то из политиков говорил, вот мы все оставили там политикам, а общество занялось как бы своей жизнью. Но мне кажется, что есть здесь еще одна деталь, и это потом отразилось. И по сей день, может быть, отражается отрицательно. И здесь вот может быть один из первых, ну, да, простите меня, я так скажу, минусов, который появилась в политической жизни Абхазии в период Владислава, это когда вот эта политическая элита, первый состав парламента, они отошли частично, они пошли на второй срок. Они активно не были задействованы, часть активно не была задействована, одна часть была. То есть вот начался такой процесс вот, от консолидации единства всей элиты на выполнение задач, вот пошли процессы. Потом вот тот же период начинается формирование оппозиции. Мне кажется, вы сейчас все идеализируете. Начинается формирование позиции. То есть я даже помню, когда Владислав Григорьевич объяснял парламенту и обществу, почему нужно сейчас назначить Геннадия Гагуля премьер-министром. Потому что сейчас вот период блокады, это 95-й год, да, 90 блокады, вот нужен такой человек. Потом 97-й, когда он Багапша приглашает на должность премьер-министра. То есть это этапы, но вот и начались вот среди элиты, началось такое определенные движения, чтобы они все были сконцентрированы, работали на общую национальную задачу, мы вот здесь начинается. А сейчас, на мой взгляд, и по сей день, то есть сформировалась власть, оппозиция, власть и оппозиция вместе над национальную идею не работают. Оппозиция делает все, что власть совершила ошибку, или помогает, или эти делают, тем пользуются. И в итоге мы дальше развиваемся не консолидированно, и из-за этого страдают национальные проекты. Мне так кажется. Сейчас я вам слово дам, Вячеслав Андреевич. Вот видео, продолжение вот всего этого, оно снято уже после войны на встрече в Гдузском районе, но он говорит о войне, вот как раз вот о своем долге, вот как он его видел. Пожалуйста. Сейз голошот мызкы дудза джерасаган калакиджи саган мызкы дудза ахирокастона проблема дара заитшган мызкы ега ус свесас схазы сарасфиазум шимхгылзум сөйта аха абри хажла разу عند хазар шимхгылц фиот амлы кашсаропха мызкы дудза губрастан избаногзар арах абри аннык جرا دنسلاجي أفت كوافت كوشكورزو يعني أجرا دنالاجي أفت أجد عالمجر أريا خوشكوزو يلا بود سرجع رح سير أرت سركون أبجر باو جير باو أبزر بدانكو باو حول سركون أرخ ويقام لر حوسكو شيء خزو مززوهن أزوهن ومزجدوزك واستان وادس كتيز بس سريبزين يزدرود. Вячеслав Андреевич, ну вот это вот как он себя вел, это во время войны, понятно. Он как мама, который должен был обеспечить в тот период и оружием и так далее. Понятно, да, какая ответственность, да, тогда на нем была. Но все-таки вот этот вопрос, о котором мы говорили, да, что, мне кажется, вы очень уже идеализируете, да, то, что происходило здесь уже. Не очень согласился. Да, так или иначе, да. Вот в какой момент, вот, на ваш взгляд, все-таки что-то пошло вот не так? Когда вот мы вот все-таки увязли вот этих наших частных проблемах. С чего вы решили, что пошло не так? Все идет так, на ваш взгляд. Понимаете, здесь много аспектов, да, что-то идет хорошо, что-то идет не так. Это же нельзя сказать, что все хорошо или все плохо. Правда? То есть в какой-то момент мы все-таки перестали заниматься государственным Вот строительством? если я скажу, что Владислав Арзамов был не только государственным деятелем, не только военачальником, не только политиком, дипломатом, но он был еще идеологом.
А это очень редкое качество. Идеолог во главе государства — это не каждому дано. И вот я тоже не сводил бы абхазскую национальную идею к идее государственности. Да? Государство — это инструмент. А для чего? Для сохранения нашего этноса. Вот это, мне кажется, квинтэссенция того, что является национальной идеей. Сохранение этноса. Что такое этнос? Это территория, это народ, это язык и культура. А что у нас прекрасно с языком абхазским? Здесь хорошо, да? Нет. Катастрофически плохо. Демография — катастрофа тоже. Что мы можем сказать, что у нас все так идет хорошо? В плане экономическом, может, хорошо, в плане строительства института абхазского государства, может, хорошо, прекрасно даже, современные институты. Но если через 40 лет Абхазия будет потерять свой язык, да, а к этому идет. Я повторяю данные о том, что в абхазских детских садах и школах детских, в начальных классах, только 30% детей знают абхазский язык. Это что, хорошо? Это что, к чему мы стремились, к чему стремился Владислав Арзема? Нет, это плохо. Это общенациональная проблема, но решаем мы ее адекватно? Я считаю, что нет. Мы говорим о политике, о смене власти, а самое главное упускаем мы. Этнос наш ослабевает и демографически, и культурно. Я считаю, что это самая главная проблема. Потому что государство, оно есть, оно сохранится. На самом деле у нас есть и признание, и Россия нам помогает во многом. Но если мы сами не создадим условия для сохранения нашего языка, нашей культуры, да, и демографии. Вот, кстати, были прекрасные слова Багалченко, я недавно прочитал. Я не могу повторить это, я не запомнил, но они очень важные, о том, что Абхазия должен быть абхазский дух, правда же? А иногда ходишь по улицам, думаешь, находишься где угодно можешь находиться, и не поймешь, что в Абхазии находится. Это тоже же не идеальная ситуация. Поэтому я бы не сводил идею абхазской национальной идеи и проекта лишь государственности. Государственность — это инструмент для сохранения этноса. Хорошо. Вот еще одно видео, это с пресс-конференции Владислава Григорьевича, если я не ошибаюсь, после принятия Конституции Республики Абхазия. С момента принятия Конституции Абхазии и в связи с теми изменениями, которые внесены в органы государственной власти, ведется, и она продолжается, еще будет продолжена реорганизация органов государственного управления. Они должны быть приведены постепенно в соответствии с этой Конституцией. Но вы помните, сколько критики было и сколько разговоров по поводу, скажем, того, что у нас очень много министерств и так далее. Но я лично считал и считаю, что на том этапе развития это было необходимо. Вообще, на данном этапе очень много будет зависеть от глав администрации. Ибо постепенно все время должна проводиться децентрализация органов управления, то есть властных полномочий этих органов, с их передачей на места. В наиболее полной форме это будет реализовано после принятия закона о органах местного самоуправления. Я думаю, подробно об этом законе я могу сказать несколько позднее. Естественно, что наше развитие должно осуществляться по определенной программе, которая должна быть разработана нами. Существует такая концепция экономического развития Абхазии. Она подготовлена Министерством экономики Абхазии и на данном этапе находится на стадии рассмотрения. Но я думаю, что это рассмотрение должно быть очень широким. Необходимо привлечь всех специалистов, наличных, которые у нас есть и в Абхазском государственном университете, в АБНИ, в АБИГИ, в других заведениях, общественность привлечь к обсуждению этой общей концепции. Хотя общая концепция – это лишь небольшое звено, за этим должна быть создана и программа нашего развития. Но создание такой программы развития практически невозможно без создания программ в каждой из областей реорганизации, в каждой из отраслей народного хозяйства, культуры и тому подобное. В частности, подготовлены такие программы реорганизации Министерством образования, готовится Министерством здравоохранения. Есть другие ряд министерств, которые готовят эти предложения, хотя я считаю, что если министерство не в состоянии продумать программу реорганизации
той отрасли, которой она занимается, то вряд ли такое министерство вообще имеет права гражданства. Владислав Григорьевич здесь говорит о реорганизации органов госуправления, что она будет продолжена, и что нужна децентрализация, да, власти. Но все понимаем, что в тот период нужна была такая крепкая централизованная власть, потому Нет, что как речь раз шла таки. Он как не сказал, столько о так и было. развитии. Район, Я вам хочу местные сказать, органы. Я Да. был главой Да, администрации передача уже района в это время. власти. Да, да. На места, да. Вот. И я вам хочу сказать, что главы администрации, ну, по крайней мере, в мою бытность, там, 93, 94, 95 год, в каждом районе у себя они были и президентами, и прокурорами, и начальниками, все что угодно. Они за это несли ответственность напрямую. А вот потом уже тихо-тихо, как только министерства стали посильнее, централизация пошла вверх. Я хочу сказать, что так, вот как он сказал, так и было. Но потом тихо все начало меняться. Вот смотрите, ну, в тот период, конечно, речь шла не столько о развитии, сколько вот об обеспечении безопасности. Вот безопасности как внутренней, так и внешней. И вот существует такое вот устойчивое мнение, что и институт президентства, и сама Конституция, она была вот подогнана под Владислава. Вот вопрос, так ли это, и считаете ли вы, что уже вот, пришло время вносить коррективы? Петр Иванович, с вас начну, конечно, как депутата. Ну, я сейчас Хороший не вопрос. как депутат. Я хочу сказать, что я, как вы сказали, я в этот период был главой администрации. То есть я знаю хорошо, какие полномочия имел глава администрации. Владислав Григорьевич, в принципе, никогда. Он, глава администрации предлагал начальника милиции, вплоть до прокурора, руководителя образования. За все в районе отвечали главы администрации. И они несли всю эту То есть нам надо правильно понимать, что у нас в Конституции и что значит я вам наш говорю, институт что президентства. было это так. И он никогда, как бы я вам хочу сказать, не вмешивался, если не помогал. Сейчас говорят, знаете, что вот Конституция была сделана под президентом. Со временем центральная власть становилась более мощнее и сильнее. Дело в том, что районы экономически стали слабые, не было мощи. И нужно было из центра помогать. Дело в том, что сейчас все очень такие умные, знают, как надо было вести правильно экономику и так далее. Но хочу огорчить, что в то время не все знали, у нас не было кураторов, знаете, которые говорили, что вот это сделать это правильно, это сделать это неправильно и так далее. Сами пытались наладить все, что возможно. Наверняка, конечно, были ошибки, может быть, в другом направлении надо было идти. Я хочу сказать, что вот здесь вы сказали, там был период, когда Леонид Иванович был премьер-министр, исполнял обязанности премьер-министра, потом Геннадий Леонидович, царство ему небесное, стало и так далее. Вот мы тогда пошли к централизации. До этого не было централизации. С приходом премьер-министра, значит, произошла централизация. Хочу сказать, что, как бы, на мой взгляд, по крайней мере, она ничего особо не принесла, но не мог Владислав Григорьевич знать все, что это лучше или то. У нас были другие проблемы. Я хочу сказать, что сейчас не помнят многие, у нас в неделю 2 раза была тревога на границе. И мы с Очамчера отправляли людей из сел, неизвестно где находили, извините меня, бензин, топливо, чтобы они на границу поехали и границу охраняли. Понятно. Ну, проблемы безопасности, Конечно. да, они были. Это, знаете, когда сейчас говорят о расцвете там соседних стран, которые с нами, когда им приносят карт-бланш, под этот карт-бланш дают деньги, говорят, что надо сделать, и, значит, я извиняюсь, все 25 стран мира, ну, я сейчас условно говорю 25, самых лучших, говорят, как надо сделать, и вот так, и так далее. И то не совсем блестяще получается. У нас, если вы помните, нам объявили блокаду в 1995 году, практически. А я вам хочу сказать, что по 1994 году, по результатам, пусть поднимут цифры, у нас многие продукты стоили дешевле, чем в Сочи. Они приезжали сюда, здесь приобретали и увозили. Но нам закрыли границу. Корабли не ходили из Турции. Нам закрыли паспорта. Вы не помните разве? Нет, это все мы помним. Да. Ну, кто жил в это время, мы все да, помним, значит, конечно. ну сейчас многие не знают, но простите меня, сегодня это было бы, я думаю, еще тяжелее. 5 самых крупных стран мира, это американцы, англичане, французы,
Значит, Немцы. немцы и Россия Мгм. объявили нам блокаду. Были друзья, извините меня, Грузии. Грузия, да. Вот, и Это мы все помним. А Астамур Георгиевич, что вы думаете по поводу еще вопроса этого? Ну, понимаете, мы же всегда говорим, что Владислав Григорьевич – это сильная историческая личность. Да. Естественно, личность такого масштаба не могла не повлиять на формирование конституционных устоев. Конечно, такие обстоятельства имели место. Это было связано и вообще со сложной ситуацией послевоенной. Мы помним, в каких условиях это принималось. Кстати, принятие Конституции само по себе было очень мужественным шагом, потому что вы знаете, что откликом на принятие этой Конституции одной из причин введения санкций против Абхазии объявлялось принятие Конституции Абхазии как суверенного государства. Да. То есть это был очень серьезный шаг. кстати, долго не принимали. Там, конечно, Заметьте. Из-за этого не принимали. несовершенства этого основного закона, они могли проявиться только в ходе правоприменительной практики. Конечно. Это первое. Второе, но надо не забывать, что это принятие новой Конституции, это очень важный шаг от советской системы организации управления, организации власти к новой системе, потому что Конституция Абхазии, вы знаете, ее первая часть, она посвящена правам человека. Да. То есть практически значительная часть Билли о правах человека является частью нашей Конституции. То есть это постсоветская Конституция. Ее ориентиры – это развитие, ориентиры на построение демократического государства. Вот Слава говорил о том, что Владислав Григорьевич был идеологом. Вот он Конституции придавал идеологическое значение. Потому что часто бывало, что к нему приходили представители интеллигенции, говорили, нам нужна идеология. И сейчас тоже, кстати, звучат призывы к формированию некой какой-то государственной идеологии. Вообще я осторожно отношусь к этому. Потому что наша Конституция предполагает Там все написано. и плюрализм идей. И Владислав Григорьевич говорил, вот они нас призывают, говорит, к идеологии. У нас идеология, говорит, уже была коммунистическая. А сейчас, говорит, наша идеология, это, говорит, Конституция. Да, ну вот он такое придавал значение. Что касается подлежит реформированию, вот это из той же области, что вопрос о национальной идее. Национальная идея и Конституция – это вещи не заморожены. Они должны отвечать, это вещи функциональные, они должны отвечать тем проблемам и тем задачам, которые нам предстоит решать. Да, и, естественно, мы пожили в условиях этой Конституции, увидели, где у нее слабые места, где происходит, допустим, происходит гипертрофированное развитие полномочий президента. Правильно? Но если это создает какие-то препятствия для движения нашего вперед, надо это, естественно, менять. Сразу вам готовую формулу, которая будет действовать веками, трудно такое представить. Это можно религиозно какие-то тексты такие предложить, как скрижали Моисеевы, они которые такой вневременной характер носят. А Конституция – это вещь такая, Кстати, вполне себе премьер-министра не практическая. было. Хочу вам сказать. В первом варианте. Мгм. Вот. Интересно. А потом Понятно. Там, кстати, интересно, с проектом тоже вещи происходили. Батал Иванович, это может... проектом Конституции? Проект Конституции изначально, который готовил наш друг Астамур Абба. Да. Кстати, его забыли в этом качестве совершенно. Да, да. Нет. Да, вот, и Там он немножко по-другому. сильно отличался от того, что было. ну, не принято. совсем сильно, как бы. Ну, не было кабинета министров, в частности. Да. Такая маленькая не деталь. было должности премьер-министра, Да. президента и так далее. Ну, не скрою, как бы мы тоже как бы предложили этот как бы вариант. Ну, послушайте сюда, ну, ситуация была такая, ну, сейчас, До конца говорить. значит, встал вопрос, как говорится, если премьер-министра нет, президент всю ответственность несет и так далее. Вообще-то кто-то когда-то, да, То есть нужен был кто-то, на кого можно было, да? кто-то крайне, Крайне должен ну был. давайте не Драматург. так скажем, пар иногда надо было спускать. Понимаете, в чем дело? Президент избирается. У нас президент
это не просто как бы руководитель исполнительской власти и так далее, это некий, как там говорят у историков, ну, такая фигура, ну, больше, чем понимание руководителя государства, некий такой отец как бы для всех и так далее. Кто-то должен быть, который как бы ошибается. Как бы, Ну, которого можно там снять, ну, поменять. да, как бы, и поэтому появилась кандидатура как бы премьер-министра, который Понятно. как бы, на самом деле, вообще-то президент, конечно. Да, и вице-президент появился. Да, ну и вице-президент. Да, ну это Понятно. менее. Да, Руслан Самое Николаевич. главное, вот то время, вот 94 год, ноябрь, что в Абхазии происходит, что вокруг Абхазии происходит, что планируется там на Северном Кавказе, вокруг Чечни. Там Россия каждый день сюда засылала делегации один за другими, то сперва дипломаты, потом военные. Там действительно планировалась серьезная операция. Они пытались, как бы, чтобы заручиться, что Абхазия не будет втягиваться в этот конфликт и подобное. И с другой стороны, у нас была конституция 2020 года. Нам нужно было оформить собственную конституцию, нам нужно было оформить, война закончилась, нам надо было обозначить наши взаимоотношения с Грузией. И вот эта пауза, чтобы переговорный процесс начался, там Женевский процесс идет, то и все. И потом Владимир Григорьевич всегда очень умело находил тот исторический отрезок времени, когда вокруг нас складывается определенно, не до нас, если говорить коротко, и он в это время принимал решения, и многие политики, которые курировали, вели, там, занимались Абхазией, они в течение дня не могли просто осознать, что произошло здесь. Это было самое главное. Потом вот те позиции, которые сейчас были обозначены, язык был обозначен, территория, институты государственной власти. Это, я сейчас не говорю о правах человека, но главные вещи были заложены там. И сейчас, спустя 20 лет, 25 лет, говорит, вот тогда под кого-то. Самое главное, этот исторический этап надо было пройти, он был принят вовремя, а потом позже, может быть, было бы сложнее его принимать. С каждым годом эти все страны, которых называл Батал, они пытались вокруг Абхазии создать соответствующее кольцо давления, то и подобное. И поэтому это в нужное время принять нужный исторический документ и главные принципы заложить там. Это была самая главная победа. И разбирая архивы ГТРК, готовясь к передаче, конечно, пришла к мысли, что у Владислава Григорьевича, Руслан Николаевич, если когда-нибудь мы с вами все-таки вот эту идею добьем и разберем наши архивы ГТРК, да. Вы знаете, у Владислава, вот сейчас я теперь понимаю, были ответы на все вопросы во всех сферах деятельности, жизнедеятельности государства. Как сказать, у него свои были ответы, это не факт, что они были правильные. Свои ответы на все вопросы. Он практически везде пытался все продумать. Есть вот одно видео, очень интересное, его раньше не видела, Руслан Николаевич, по-моему, может быть, для вас тоже это будет как бы так новое. Это выступление перед личным составом Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Пожалуйста. Мы, конечно, за то, чтобы и статистика отражала действительное положение дел. Мне не нужны, ни мне, ни руководству Абхазии, ни нашему народу, не нужны прикрашенные, так сказать, факты для того, чтобы какие-то вещи, какие-то явления скрывались. Наоборот, я думаю, чем больше будет и чем более объективной будет статистика, тем лучше мы будем понимать положение в обществе и вместе искать пути выхода из той или иной ситуации. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы не заботились в этом плане, так сказать, таким образом о чести мундира, потому что честь мундира как раз состоит в том, чтобы все же объективно изложить обстановку и найти способы решения проблем, которые есть. Никто не собирается, я совершенно определенно говорю, никто не собирается сваливать на милицию все то состояние общества, в котором мы находимся. Ибо есть прямая зависимость, об этом не только мы говорим, это такая объективная истина. Если в обществе есть большое количество неустроенных людей, которые не могут работать, если есть огромное количество оружия, которое
не зафиксировано и не находится под контролем, естественно, что это будет проявлять себя и в преступности. Поэтому, только решая в комплексе все эти проблемы, мы можем вместе с вами улучшить работу органа, который находится на переднем плане, на переднем крае борьбы с преступностью. Мне представляется, что главная задача Министерства внутренних дел сегодня – это своими действиями в рамках законов, в рамках Конституции содействовать росту правосознания наших граждан. К большому сожалению, правосознание наших граждан в силу тех обстоятельств, объективных и субъективных, которые имели место, имеют сегодня место, оно все же находится на достаточно низком уровне. И каждодневно демонстрировать гражданину то, что любое нарушение закона повлечет за собой неотвратимые наказания. И рано или поздно для того, чтобы все же правосознание в нашем обществе возобладало. Не убавить, не прибавить, да, Я Стамур все-таки Георгиевич? хотел бы отреагировать на ваши слова. Вы знаете, я всегда боюсь, что личность Владислава Арзамба пойдет жертвой официальной пропаганды. Да, официальная пропаганда, она, знаете, она лишает каких-то человеческих качеств, обезличивает, обесчеловечивает и делает из человека такого какого-то бронзового идола. Да. Вы помните, во что превратила официальная пропаганда Ленина. Там. Я думаю, по этому пути не должны идти. Поэтому нельзя говорить, что Владислав во всех своих решениях был непогрешим. Мне кажется, личность Арзамба только выиграет, если мы ее представим во всем ее многообразии, со своими ошибками. Да, многие проблемы были следствием этих ошибок. Да, но это же человек. Это была творческая личность. У него возникали порой какие-то разные отношения с другими государственными деятелями Абхазии. Это все надо учитывать. Это сложная историческая фигура, но которая принесла важные результаты. Кстати, вот еще один момент хотел бы отметить в этом же русле. Владислав Григорьевич был по своей сути антисталинист. Понимаете? И надо вспомнить, я почему это говорю, и в связи с тем, что не перегибать с государственной пропагандой, да, как это имело место в советский период, и помнить, что абхазское национальное движение, оно по своей сути было антисталинистским. И Владислав Арзамба очень гордился тем, что он был с молодых ногтей знаком с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, с Еленой Боннер. Он часто, характеризуя Сталина, он говорил, когда он вспоминал как раз общение с Сахаровым с Боннером, он сказал, она сказала, что Сталин был ассириец. Я, говорит, как востоковед, очень хорошо, говорит, воспринял этот образ, как ассирийцы описывали как своего правителя, как колесница стоит по ось в крови, в трупах поверженных врагов, и там возвышается царь. Это, говорит, очень точно характеризует образ Сталина. Вот. Поэтому я думаю, что по этому зыбкому и недолговечному пути мы идти не должны. Конечно. Вот, мы должны все-таки Ну, смотрите, Астамар Георгиевич, все-таки очень часто его упрекают в том, что недостаточно жесткий был, там не посадил, знаете, не расстрелял после войны. Я считаю, что... Это все-таки вот это его гуманистическое начало в нем? Я вам хочу сказать, что по этому вопросу всегда должна идти какая-то научная дискуссия. Да, конечно. Вот когда личность дискутируется, не готовые клише тебе преподносят, что вот так нужно в это верить, как придумало государство или кто-то там. Вот тогда живет исторический образ, когда по его вопросу идет постоянная историческая дискуссия. Вот, например, для меня пример, вот многословие, наверное, но меня это трогает вопрос в свете наших вот этих проблем. Да. Вот в Англии есть, допустим, в Лондоне музей Черчилля есть. Вот. Он его во всем многообразии, его выступления, его ордена, недалеко в нескольких сот метрах бронзовая стоит статуя. Да. И там есть стенд у Черчилля, такой стеклянный стенд, и там стоят спиртные напитки. То есть
Да. те напитки, которые он за день выпивал. Понимаете, там Да. бутылка бренди, бутылка Да. шампанского. То есть этот человек был довольно-таки пьющий. Да. Англичане не скрывают эту Да, конечно. сторону его личности, она никак его не объединяет. Понимаете, она делает его ближе духу Англии. И мы не должны повторять примеры из советского конечно. прошлого, когда мы делали просто Идеализировали. из великих людей делали просто деревянных дураков, болванов, понимаете? Вот, поэтому нужно, вот еще раз говорю, и по всем нашим, по нашему историческому прошлому, по всему этому, чем больше дискуссий, тем лучше. Да. Он сам был, кстати, сторонник всегда, он же ученый был. Он говорил, я всегда гордился, когда младший научный сотрудник Арзенба смог аргументированно доказать, что был неправ профессор или академик такой-то. То есть это изначально у него был не партократический подход. В его работе не было партократического То он вообще подхода. это не знал. Да. Он пришел из научной среды. Научная среда предполагается. Вот Слава, вот он лучше эту сферу деятельности, ранней деятельности Владислава Григорьевича знает. Научная среда предполагает постоянную дискуссию, аргументацию, а не навязывание. А вы посмотрите, Да. как сформировал Он был абсолютно не номенклатурный я вам скажу, человек. как, к тому, что сказал Астамур, он человек в первую очередь был в этом плане. И, конечно, то, что вы говорите, да, там ставим, у нас были вопросы, мы считали, что он жестче должен был быть там после войны, наказывать там, отстреливать и так далее. У него все время висел внутренний, на мой взгляд, дамоклов меч, что столько людей погибло, Да. и вот эти все кто-то, кто совершал что-то, были родственниками, у кого-то брат погиб, у кого-то отец погиб. Вот эта внутренняя проблема, борьба, как бы, с одной стороны и наказать надо по полной, говорится, с другой стороны, как бы, вот такие потери. Но это нам легко, как бы, значит, так рассуждать, на мой взгляд. Это очень тяжело, видимо, со временем приходит. Да. Человеческий Николаевич. фактор для Владислава Григорьевича очень многое значит. И он никогда, ну особенно в условиях войны, я несколько раз был таким живым свидетелем, я видел, как он эти списки погибших или раненых, как он читал и как он пропускал это все через себя. И потом вот о культе и то и подобное, мне кажется, вообще это абсолютно, даже теоретически это нельзя допускать в нашей действительности. Это надо изучать очень критически, потом что-то оценивать, связанное со временем и в динамике с сегодняшним днем. Но какие-то главные базовые его мысли, связанные и с языком, и с репатриацией, и с обустройством Я думаю, государства, с и выстраиванием. результат В его этом он был болезни, очень жесткий. И результат его болезни, результат вот Да, вот всего этой мысли, я, внутренней борьбы. куда я это уже где-то публично говорил, он, это вот представьте, там, министр, главнокомандующий любой армии, он никогда в жизни не думает об этом личном составе, он отдает приказы и требует результата и знакомится с итогами там, боевой операции. А он смотрел на эти списки, Потом- поэтому вот это внутреннее, его когда болезнь, Шеварнадзе приехал. это не какой-либо внешний фактор для меня. Его болезнь, это его восприятие любого факта, начиная от терактов, По-моему, военных и других. Он И смерти там рядового очень, бойца, все да. очень близко В каком году, пропускал. Руслан, я извиняюсь, Шеварнадзе приехал во фронт? 94? В 94-м. Да, это представьте, какой кредит доверия надо иметь, насколько люди должны быть, что с человеком, который воевали вчера, он Приехал, да. вытащил, приехал сюда, как бы, и Да. сам, как бы, поехал ради того, чтобы решить вопрос. Он прекрасно понимал. Полетел он туда в 97-м. Да, но в Шеварнадзе 94-м привести, 94-м это сюда надо, приехал. значит, настолько, вот представьте себе, столько погибших, столько их родителей, насколько они давали кредит доверия, Ну, чтобы он мог себе позволить это. Я Это сомневаюсь, И сегодня вера. пригласить вот эти вот, какого-то журналиста, это становится, как Да. говорится, Да, и такое. сейчас вот идут вот эти разговоры о памятниках, вот очень много почему нет и так далее. Я Вот сама правда- тоже очень правда, скептически извини, к вот этому об этой отношусь. истории. К нему прилетает в Гудауту министр обороны Российской Федерации. Это после провала операции возвращения беженцев. И говорит, выходит и к журналистам, если сейчас Владислав Григорьевич даст добро, через час сюда прилетит Шеварнадзе. Представляете, ну, министр обороны хорошо вообще тогда временами правил России. То есть вот это вот отношение было к нему.
А полет туда, это вообще тоже. А зачем он полетел? Вот чтобы вот здесь, внутри, наша жизнь, 5 лет в блокаде. Это же надо было, ну, человек может год потерпеть, 2, 5 лет в блокаде. И он понимал, что вот эта внутренняя стабильность для него была превыше всего. Вот ради только этого туда поехал, несмотря на то, что многие были против и все остальное. Ну, хоть что-то, чего-то добиться. Ну, на самом деле, я вот здесь с вами согласна, что всякие вот эти памятники и так далее, это вот, Памятники, это не о памятниках речь. Ну, Памятники-то должны быть. Просто это... Ну, вы знаете, если оно не представляет собой такую художественную ценность, это Да, не это самоцель другой вопрос. все-таки. Это другой вопрос. Это не самоцель, да. Я к тому, что он как раз меньше всего об этом думал. И лучшие памятники, лучшая конечно, память, вот как сказал Вячеслав Андреевич, если мы свой язык сохраним и будем жить по закону, я думаю, это вот это Был бы самое счастлив, главное. да, был бы счастлив. И вот еще одно видео, ну, Владислав умел дух поднимать и так вот выступать действительно, вот из празднования Дня Победы. Да. Подобно тому, как рано или поздно прекратится этот дождь, исчезнут тучи и появится солнце, так и рано или поздно наши надежды станут реальностью. Чтобы этот час наступил, необходимо крепить единство всего многонационального народа Абхазии. Только вместе мы сможем одолеть экономические трудности, усилить борьбу с преступностью, защитить наше Отечество. Мы можем справиться, если будем все как один. Да поможет нам в этом великий и всемогущий. Аншаил Бхайгубхавши Мазат, Атынчра, Агутскера, Взера Козыки, Взяих еще. Вот у меня к вам такой последний вопрос, завершающий. Опять-таки вот отождествляя с тем, как бы думал Владислав, как бы он к этому отнесся. На ваш взгляд, вот каким должен быть глава государства в будущих поколениях все-таки? Кто, на ваш взгляд, это? Это человек с блестящим там, фундаментальным образованием, тот же ученый, или это такой бизнесмен, человек деятельный, изворотливый, который может там что-то достать, придумать и так далее, или это такой дипломированный управленец, некий менеджер, который понимает, как должно там функционировать государство. Вот, на ваш взгляд, все-таки для вас. С меня решили начать. С вас начинаем. Сложный вопрос. Потому что Владислав Григорьевич такую планку задал, да, высокую, что как-то вот он стал такой ролевой моделью, правда же? Вот кажется, нам кажется, вот такой должен быть лидер Абхазии, и ученый, и политики, и идеологи, хозяйственный деятель, и военачальник даже. Вот. Но это, конечно, было счастливое стечение обстоятельств, нам просто повезло тогда очень. Вот. Но что-то из того, что вот у него было, мне кажется, должно быть у любого президента Абхазии. Это, ну, прежде всего, патриотизм, естественно. Он должен быть не просто, так сказать, менеджером, да? Не просто технократом. Он должен думать о народе, сохранении народа, о его, так сказать, проблемах, да? Вот если этого не будет, тогда, в принципе, это будет просто обычный руководитель. Вот. А здесь нечто большее. У нас все-таки народ маленький, он требует большого внимания. Хотя народ маленький требует большого внимания. Немножко парадоксально. Вот. Я думаю, что и вопросы глобализации, глобализация, она же катком проходит по всем странам, и большим тоже. Абхазия маленькая страна. И здесь тоже нам нужно свое лицо не потерять. Как это сделать? Тоже это вопрос для главы государства. Как сохранить язык, культуру и оставаться, быть современным, и в то же время сохранить вот то, что у нас есть. Самое ценное в нашем народе, что есть. Что сохранять наше лицо. Если этого лица не будет, тогда мы уже будем населением, а не народом. Мне кажется, вот здесь вот, он должен быть также и хорошим менеджером, да, и хорошим Все-таки в наше время это тоже важно. И хорошим идеологом. Все-таки он должен думать о народе прежде всего. Батал Иванович, ну, руководитель будущего. Вопрос и вправду достаточно сложный, как бы. Дело в том, что, на мой взгляд,
Что такое президент на сегодняшний день? Это руководитель государства и первое лицо страны, который должен любить свой народ. Если этого нету, как бы, тогда потом все остальные вещи, как бы, это уже, на мой взгляд. И думаю, что человек, который возглавлять будет страну, президентом, хорошо должен знать абхазские традиции. Человек, который хорошо знает абхазские традиции, вырос там в абхазской среде, знает хорошую культуру, поверьте мне, он в любой стране, в любой среде, куда бы он ни попал, он Ну, современный человек, он же может быть таким? Знать совершенно прекрасно. может. Он не осрамится, поверьте. Вот. Конечно, образование. Ну и должна быть, само собой, и репутация. Помните, у нас, ну, вы маленькая, рада была, но в советское время часто висели плакаты «Берегите честь с молоду». Мы к этому, ну, как-то, ну, висит какой-то плакат. Я к этому как бы так как-то равнодушно относились. Сегодня как бы если подойти к этому как бы осознанно, то это очень сложный вопрос. Потому что если вы 20 лет тому назад очень серьезно промахнулись, натворили чудес, занимались наркотиками, воровали там, безобразничали и так далее, когда вам будет 40, все равно вам кто-то да, и вы это уже не исправите. Под каким бы это предлогом. То есть это некий безупречный подход, то есть биография должна быть у человека лично, у этой личности. Но, естественно, должен быть очень образованным, начитанным человеком, потому что иначе сегодня уровень развития такой, что он просто опоздает. И есть безупречно, на мой взгляд, самым главным еще является у абхазов есть такое выражение «лаебох и эпсоп». Человек, который не видел ничего, нигде не был, и не Опыт, видел, да? как Вы люди, про как опыт люди говорите? живут, Очень верно. как люди живут. Абхазы не просто говорили «лаебох и эпсоп», а человек, который многое не видел, не знает, как... Вы сейчас говорите об опыте или о кругозоре? Нет, нет, нет. И то, Это и я другое. говорю Это вот и мир об надо опыте, знать. о мире. Человек, который видел мир и знает мир. Понимаете? Человек, кто это не знает, сегодня... Знаете, вот через 2 месяца, если вы попадете в какую-то развитую страну, Слава лучше нас знает, там настолько все быстро двигается, что ты уже понимаешь, что ты опоздал. Мы маленькая страна, мы не можем идти на таком уровне, как идут самые развивающие страны. Поэтому ты должен быть как в тонусе. Вот вы журналист, представьте себе, если вы 5 лет не будете заниматься и придете, вы не будете в тонусе. Вы сегодня всегда в тонусе. Ну, это в любой области. Руководитель, да, конечно. А руководитель государства, он должен быть в тонусе жизни. Он не может, извините меня, сидеть в деревне как бы безвылазно несколько лет как бы и знать, что происходит там. Это сегодня мир меняется, и это требует большого образования. То есть столько компонентов нужно руководителю, вообще любого ранга. И очень будет, может быть, ну, кому-то смешно, но вы знаете, человек, который вообще будет, он должен быть спортсменом, он должен был заниматься в молодости, по крайней мере, если он в зрелом возрасте, всегда спортом. Это помогает для того, чтобы он управлял. Это такие вещи, которые обязательно нужны. Но я вообще считаю, что как бы эти функции обязательно должны быть. Мы сейчас, конечно, идеализируем, возможно, но вы спросили, какой должен быть. Я считаю, что если вот этого у него нет, и если он не может еще изъясняться на своем родном языке, тут вообще как бы тема законченная, понимаете? Об этом не может быть и речи вообще. Вот. И понимание не просто заучивание, а понимание своего народа, знания. И тогда, как говорил Слава, смысл весь пропадает его управления, если он не понимает свой народ, и что вообще это ему, да, ради чего это нужно. Эти качества должны быть. Хотя я считаю, что управление уже должны менять. Это вполне вероятно президентская должность останется, но она будет носить немножко другой характер. Надо некоторые вещи, да, обязательно. Без этого мы не сможем двигаться вперед. Видимо, нужно будет подготовить законы, и к следующие парламентские выборы депутаты, которые они должны принимать решения. Мы не должны требовать от одного человека, чтобы он знал, простите меня, и министра внутренних дел, кого надо поставить, и поставить там
электрика, я извиняюсь, и так далее. Не должно этого быть. Понятно. Ну, моя точка зрения. Руслан Канович, универсальный руководитель Ну, для вас. и хорошо, и плохо, когда ты говоришь после. Уже какие-то мысли Да, уже прозвучали, не да? хочется, да, повторяться. Понимаете, когда, вот я сегодня, когда шел сюда на передачу, думал, когда я первый раз записывал интервью, и точно восстановил, это было 25 августа 90 году, когда Верховный Совет Абхазии принял декларацию о государственном суверенитете. Я вот это интервью вот, восстановил хорошо. Вот когда гражданин, когда журналист смотрит, берет интервью или смотрит телевизор, слушает своего президента, вот эта внутренняя гордость, а в этом, вот все, что они перечислили, это зритель видит. Образование, публичность, умение, культура, язык, традиции. Как-то Владислав Григорьевич в одной беседе с нашими с его соратниками, среди них были люди, которые не знали абхазского языка, он сказал им следующее: поймите, тот, кто не знает родного языка, никогда не поймет собственный народ. Потому что в языке только язык может передать тонкости, о чем вы сейчас говорили. Поэтому вот это знание языка позволяет тебе принять самые необходимые правильные решения, как себя вести к простому, к большому политику, на любой площадке. То есть вот это образование, потом воля, вот это и целеустремленность. Вот в любом случае сейчас вот все будет ассоциироваться с теми качествами, которым обладал Владислав Григорьевич. Это решительность, когда на него весь мир давил. Ну, кто был он и что за ним? Ну вот за ним народ, который ему доверяет. И вот это, как это вообще, когда это произошло, скорее всего, вот мы уже говорили, вот на съезде, когда он выступил, вот каким образом народ поверил? Вот была же эта мысль, он что-то придумает. Вот как это сделать так, чтобы народ поверил в тебя? И потом, как сохранить это доверие, чтобы народ этот не разочаровался. Ему доверили, Руслан, давай правду скажем, тогда Народный форум. Ну, это очень важно. Это сконцентрирование желаний нашего народа было вот в этой организации. Так, ну а потом мы конкретизировали в его лице. И вот умение любить собственный дом. Вот я был свидетелем, как он, вот этот дом, земля, вот все, что у него было дома, отношение к родителям, к маме. То есть вот говорят в абхазском языке, это сейчас там отчество, раньше спрашивали не чей ты сын, а спрашивали, кто твой дед. То есть вот то, о чем они говорили, вот все твоя традиции, да, которые Батал говорил. Традиции. То есть все отрицательно, если где-то что-то в поколении было, он где-то проявит себя, как и в поведении, так и визуально. То есть все имеет значение. И сейчас каждый будущий политик должен, я часто говорю, я когда общался со всеми последующими президентами, я им говорил, я сравниваю вас в действиях, как вы поступаете, как он поступал. И любой политик в Абхазии, он должен хорошо изучать, зачем нам это наследие нужно. Что там было хорошо, очень хорошо, что у второго, что у третьего, что нельзя брать. Это самое страшное, что нельзя брать, это игнорировать мнение, умение слушать. Вот это данные его, научные данные, вот это человек-ученый, вот, спрашивает, что ты думаешь. Для него столько мнений, столько источников для научного подтверждения тезиса. И он, вот, будучи вот таким интеллектуально образованным президентом, первый, кто рядом, оператор, корреспондент, как ты думаешь? Для него это не каждому, это простота при его величии. Вот эти все качества, я не знаю, что я смог обозначить. Астамур Георгиевич, ну подытожьте наш разговор. До того, как есть такое одно слово, я думаю, что Слава мне не скажет, я главное такое, эта вещь должна быть. По-абхазски я знаю, как по-русски я не знаю, Говорите как это будет. по-абхазски, конечно. Агварима зарок.
Я не знаю, как да. это Стержень. по-русски. Стержень. Стержень, Ну, Астемир Георгиевич. Агваги не совсем. Ну вот для будущих руководителей Да, надо да. вот эту вот планку Владиславовскую как что я цель могу иметь. сказать? Агуахрилом. Здесь Баги, было, баги. в основном все было сказано. Могу что дополнить. Что, конечно, руководитель должен соответствовать требованиям времени. Так как меняется ситуация, он должен адекватен. Вот эти все качества, которые перечислили, они должны быть. Это первое. Второе, народу с таким руководителем должно быть интересно. Вот должно быть интересно слушать. Интересно следить за его работой и деятельностью. И вот заканчивая вот характеристику Владислава, мне кажется хочется сказать, что он был, мечтать тоже, кстати, руководитель должен уметь и мечтать, чтобы не замыкаться в каком-то пыльном углу, не застревать, понимаете? Чем больше Он ты должен мечтаешь, иметь тем больше ты кругозор, достигаешь. Он должен мечтать, моделировать будущее. Да. Да, и вот Владислав Григорьевич в этом смысле, он был романтик в постановке целей, но практик в их реализации, в их достижении. Вот, и я думаю, что вот такими характеристиками должен обладать сегодняшний и будущий руководитель Абхазии. Спасибо большое. И у нас есть вот завершающее видео. Хочу, чтобы мы вот под конец его посмотрели. Это тоже новогоднее обращение Владислава Григорьевича. Ну, по известным причинам, одно из последних его обращений к народу. Ажлар Шхацкы, дорогие соотечественники, Абрыжи и Харьюк, Асад Шахопшо, Ашукс Шиц Шизыфшу. Усанакуха, Жакок Рыла, Сахача Верстахоп и Сыз Ашукс. Сынта Хара Инахагзы, Хапка и Кухаргалас Азаракой Харак. А бюджет Шпроценк и нарыстный Нахагзейт. Харгыл тац Ахшарают Хан, Харылгейт Игирт Хазлагаз Аргыл Рако. Рышицра Рычапара Хачоп, Ераубасский музей, а театр, а школку, а университет. И тащик Ругулуп Цхаквак, Убас Ирацоп и Гацоп. А удай Рако Иртагылас Хазыцхыра Заваги Мачим. Сынта имя Пахгейт. Апсына хада ялхрако, имя пахгает апсныжлар референдум. И хадах кыл тапсны анткарат хипшим разанца, дегацоп дашашичак, зигбзея яхабахтова, а хакуйтра, а демократия щекургыларас. Ферги сара салысхас уязы дашизныкги дарат зайтабуп шасве, сара изласыл шуалла, Сырпхачом с хысыйкзом, и с зымдыро саташимзын. Амла апсны хадас салшхазар, зегсқақва икшимзын. Фицхырара сырги сыргвағот. Иқалозар хайдгылып, хавюхыр ибытыны хапылып, үйні зікпей, ашықшыц усанаққа хара хаяйойд. Что вы хотели сказать? Да, это был «Миллениум». На это было последнее наше видео. Конечно, да, и вот этот момент, когда тоже он извиняется за то, что он что-то не знает или что-то не может сделать, это тоже вот именно черта Владислава. Я вообще не помню, что какой-то руководитель извинялся перед своим народом. В завершении вот нашей программы я хотела еще вот презентовать такой сборник, вышел, изданный фондом первого президента, называется «Пришел из ИШР». Здесь собраны очень интересные статьи о Владиславе, такие вот, которые не совсем были известны. Вот, если кому интересно, можете прочитать. И в конце, вот в нашем сегодняшнем эфире, я хочу сказать, что будет премьера нового фильма о Владиславе Ардзинба, и фильм снял Джамбул Инчге. Вот хочу поблагодарить Джамбула Инчге, что вот в таких вот трудных нынешних условиях он все-таки сумел вот к юбилею Владислава закончить фильм. Знаю, насколько это было тяжело. Честно говоря, мы вот и не надеялись, что в нынешних вот этих условиях мы получим новый фильм о нашем президенте. Фильм затрагивает один из аспектов жизни и деятельности Владислава. Фильм называется «Точка бифуркации».
Ну, честно говоря, я сразу, когда услышала это название, нырнула в Google, потому что даже не знала, что это означает. На самом деле, это бифуркация, это такие возможные качественные перестройки или метаморфозы различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят. Попроще надо, конечно. Да, вот, то есть это вот бифуркация бывает рек, это там, где реки разделяются, Ну, это- да, разделение. В биологии Как это он есть, поприкалывался да, сейчас. разделение. Есть там в Хочешь физике, показать? да, разделение электронов и так далее. Ну, я не знаю, поняли ли вы, нет, но фильм о знаменитом вот как раз выступлении Владислава на первом съезде народных депутатов и обо всем, что вот предшествовало этому выступлению, которое стало, конечно же, судьбоносным и изменило не только всю дальнейшую судьбу Владислава, но и нашу с вами историю. Спасибо всем большое за сегодняшний разговор. Спасибо вам. Благодарю Спасибо. вас Спасибо и вам. будем смотреть Это был фильм. Где раз? До свидания.